целый год я все это, значит, изучал. Потом потихоньку я начал работать на фрилансе. И позже я уже начал работать в компании. В принципе, я начинал как раз-таки как JavaScript, как фронтенд разработчик. Буквально там 1,5 года назад, это где-то, ну, зимой, да, 2019 мы я как раз прилетел в Кыргызстан, и даже весной, да, и мы открыли с моими партнерами, мы открыли bootcamp по программированию Makers, и где-то, ну, уже 1,5 года, как мы существуем, и вот у нас было как раз-таки одно из приоритетных направлений, это вот JavaScript, фронтенд разработка, и сейчас, в принципе, вот мы как бы и обучаем людей именно программированию, да. Окей, ну первое, что вы, наверное, все уже должны знать, это то, что вообще программирование разделяется на две части. Это фронтенд и бэкенд. Это как, представьте, что это, допустим, кафе, и в кафе есть зал, где принимают гостей, где мы сидим, кушаем, и есть кухня, да. И эти две части, они вообще не видно, да, друг друга их. Допустим, из зала мне не видно кухни, да. Допустим, человек из зала не может зайти просто так в кухню. И повар то же самое не может просто так зайти в зал. Точно так же и во всех приложениях, во всех этих сайтах и прочих сервисах, которыми мы пользуемся, там есть четкое разграничение. Есть видимая часть и есть невидимая часть, где вся логика происходит. Сегодня я больше, презентую больше эту видимую часть, да, то, что мы все с вами можем видеть. Она называется фронтенд. Это та оболочка, то есть именно то, что мы видим на каждом сайте, да. Здесь на слайдах видно, что фронтенд связывается с бэкэндом через, у них есть связи, и тут видно, что фронтенд может быть разный, но бэкэнд всегда один. И переходим, собственно, к основам, да, что такое вообще фронтенд. Это три главных кита, на которых стоит он. Это HTML, CSS и, собственно, сам JavaScript. Что такое HTML? Вот здесь вот слайд есть, очень хороший я нашел. То есть HTML – это скелет вашего сайта, да, каркас как бы. CSS – это уже, собственно, дизайн, да, видимая часть, допустим, это будь то кнопки, цвета, расположение, то есть все, что формирует ваш сайт. А JavaScript – это нервная система и мозг, то есть то, что оживляет ваш сайт, допустим, то, что заставляет работать кнопки, то, что вытаскивает информацию. Предположим, когда вы заходите в тот же Instagram, да, когда вы видите фотки, вот именно с помощью JavaScript, предположим, они вытаскиваются откуда-то из серверов где-нибудь там в Америке, да. Предположим, даже вы, когда смотрите в свой экран, сейчас это все, что вы видите, все вытаскивается, вся информация и передается с помощью языка JavaScript. Почему именно JavaScript, а не какой-то другой язык? На самом деле, очень давно, конец 90-х годов, когда вообще браузеры создавались, JavaScript был просто какой-то, он как скрипт, да? То есть маленький кусочек кода для поддержки нашего HTML документа, да? И вот оно так пошло, и на сегодняшний день так получилось, что именно JavaScript является, по сути, единственным языком, который поддерживает все браузеры. То есть будь то Google Chrome или Internet Explorer или Mozilla, Safari, все они распознают и умеют работать только с этим языком. Он благодаря вот этой функциональности он стал таким популярным. И переходим, собственно, к JS. Вот это язык программирования, полноценный язык программирования, который добавляет интерактивность на ваш веб-сайт. Так вот, как я уже говорил до этого, это единственный язык, который поддерживает браузеры. В общем, в конце концов, он не такой, не очень, скажем так, может быть, полноценный, но в то же время, что парадокс может быть, невероятно популярный. То есть
На сегодняшний день это самый популярный язык программирования. Одна из его разновидностей, которая называется TypeScript, это, скажем, такой более-менее красивый JavaScript, да. Он сейчас по итогам прошлого года стал самым быстрорастущим языком вообще в мире. Ну, то есть быстрорастущий в том плане, что очень много кода было написано именно на этом языке за предыдущий год. Чем же еще он своего рода уникален? Это тем, что он универсален. То есть, как я уже говорил, у нас же приложения, все сайты разделяются на фронт-энд и бэк-энд. Так вот, на JavaScript можно писать и фронт-энд, и бэк-энд. То есть на одном языке вы можете написать полностью все. Более того, на языке программирования JS, JavaScript сокращенно, да, можно делать мобильные приложения. То есть, своего рода, знаете, такое универсальное решение. Да, он там где-то он хуже в чем-то кого-то, но тем не менее он универсален. И несмотря на то, что в мире есть очень много других языков, которые более совершенны, которые лучше и вообще с точки зрения программистов там правильнее написаны, он остается самым популярным. Еще одна причина в чем? Потому что низкий порог входа. То есть все языки программирования, конечно же, они плюс-минус одинаковые, плюс-минус похожи, да, потому что такое язык программирования? Это просто язык, с которым вы общаетесь с компьютером, с машиной, да, не больше, да. Так вот, они все плюс-минус одинаковые, но есть, которые более сложные, а есть, которые менее сложные именно для новичка. Еще одна причина какая? В том, что довольно легко найти работу, то есть, под работой я подразумеваю там заказы, да, проекты какие-то, фриланс, и соответственно, полноценную работу, да. Почему так? Потому что большинство, то есть львиная доля всех заказов там на том же фрилансе, это что? Это просто надо сделать сайт. А если вы знаете этот язык и знаете, допустим, вот эти три тоже языка, один стиль, другой там HTML и третий JavaScript, вы можете уже монетизировать свои знания. То есть вы можете уже зарабатывать на этом. Даже если вы нигде не работаете, вы можете уже брать заказы там просто из дома работать, да. Допустим, с другими языками это будет сложнее, да. Допустим, на языке Java или C# вы таких заказов не найдете. То есть это 100%. Теперь перейдем к фреймворкам, да. То есть, мы поняли, что JavaScript это такой монополист в фронтенде, вот в этой видимой части. Но этого недостаточно. Недостаточно, скажем, знать один JavaScript, чтобы работать, допустим, в какой-то большой компании, да? Потому что там всегда используют фреймворки. Что такое фреймворки? Это, скажем так, представьте, что когда вы пишете код, допустим, с нуля, это вы мастерите себе стол, просто идете в лес, рубите дерево, в общем, из него стругаете, делаете, столешницу, сами делаете эти ножки. Это достаточно трудно, да, и затраты по времени. Что такое фреймворк? Это как IKEA, да, магазин IKEA. Вы берете там все комплектующие, предположим, отдельно столешницу, отдельно эти ножки, там еще что-то, шурупы. Вы их берете и просто сами себе построили, то есть собрали этот стол, да. Это намного быстрее. То есть фреймворк — это и есть коллекция всех вот этих инструментов, там, этих столешниц, ножек, всего что угодно, там всего. И из этого, магазина можно там купить, что тебе нужно, или взять, в данном случае взять, да, фреймворки же бесплатные, и построить все, что ты хочешь. И за очень маленький период времени. Так вот, сейчас на данный момент самые популярные фреймворки, это их три, это Angular, React и Vue. Можете, конечно, сейчас и не запоминать, в принципе, но вы должны знать, что если вы хотите пройти дальше по ступени разработчика, просто от делания, клепания сайтов или каких-то мелких заказов,
чтобы перейти на другой уровень и получить высокооплачиваемую более работу, вы должны изучить вот эти, один из этих 3 фреймворков. Ну, на данный момент. То есть ситуация на самом деле меняется, мир программирования очень-очень быстро меняется. И сегодня, предположим, эти 3, они самые популярные, но вполне возможно, что появится там какой-то еще 4, и он будет еще более популярным. То есть вы должны всегда самообучаться и всегда в процессе постоянного поглощения там каких-то знаний, да? И тогда у вас вот, как бы все получится. В принципе, для обычного фронтенд-разработчика нужна одна программа для того, чтобы кодить. Это там, вот тут написано Sublime Text, Visual Studio Code или WebStorm. Они разные, но в принципе плюс-минус одну и ту же функцию выполняют. И там Photoshop или Avocode, ну это чтобы вам, когда дизайнер посылает какие-то дизайны, чтобы вы могли, ну, собственно, открыть и посмотреть, и что-то там, какие-то картинки взять и вставить к себе на сайт. В принципе, вот и все, да. То есть, как вы, наверное, заметили, в принципе, не надо какого-то чего-то такого экстраординарного, чтобы начать, допустим, писать коды на фронтенд, да. То есть, в принципе, вам не нужен даже очень сильный компьютер. Вы можете использовать достаточно старый какой-нибудь бэушный, купить ноутбук. То есть, как я уже говорил, точка входа вот в программирование с языка JavaScript, она ниже, чем у других языков. Ну, собственно, возможно, и поэтому, невозможно, а, собственно, это одна из причин, почему он так популярен, и почему он остается популярным, и почему именно новые какие-то продукты, новые, допустим, стартапы, новые сервисы, они делаются именно на вот этом языке или разновидностях этого языка, их достаточно много, да, но все они плюс-минус одинаковые. Потому что что? Потому что легко найти разработчика, достаточно быстро можно найти какие-то готовые решения open-source. В принципе, это и является выбором для многих компаний, для многих стартапов. Ну, соответственно, если эти стартапы новые продукты выбирают этот язык, то они дальше уже идут с ним, да, поэтому можно сказать, что это своего рода язык будущего. У меня такой вопрос. Вы рассказывали вначале, что вы не изучали программирование в университете, вы самостоятельно это изучили. Какие бы советы вы дали бы ребятам, которые только начинают входить в эту сферу, с чего им лучше начать? Ну, так, путем ваших проб и ошибок. Да, я, конечно, расскажу про мой опыт. На самом деле, как я начинал, вообще, почему я решил, потому что у меня были несколько знакомых моих, хороших друзей, которые были уже программистами на тот момент, и они уже тогда очень хорошо зарабатывали, вообще там могли себе позволить многие, я не знаю, те вещи, которые я не мог позволить, потому что у меня денег не было, и работы тоже не было. Вот. И я начал с того, что я просто спрашивал их, с чего мне начать, как допустим, вы меня спрашиваете. И они говорили то, что тогда, конечно, материалов не было, там очень мало было, но это нужно читать книги. То есть, в принципе, они все в открытом доступе, очень много бесплатных. Есть очень много роликов на YouTube, они тоже бесплатные. Есть огромное количество курсов, допустим, онлайн-курсов, и они тоже, достаточно дешевые. И, если, допустим, у вас не хватает, предположим, дисциплины или что-то мешает дома, тогда уже можете выбрать, допустим, какие-то курсы программирования, и, собственно, через какое-то время вы можете научиться и уже начать зарабатывать. То есть начните с малого, книга, YouTube-ролики какие-то, узнайте вообще об этой сфере, войдите в эту тему, и потом, либо если у вас есть, самодисциплина и возможность, лучше учиться самому, да. Если такой возможности по каким-то причинам нет, то лучше выбрать какие-нибудь курсы.
Хорошо, спасибо. Наверное, еще такой вопрос, такой вечный вопрос. Какой язык вообще лучше выучить первым? Я всегда отвечаю, что вы должны выучить тот язык, который востребован на сегодняшний день. То есть это инструмент, с помощью которого вы монетизируете свои знания. Вы должны изучить само программирование в общем, да, то есть теорию саму, чтобы это фундамент, чтобы понимать, как все работает, как все устроено, да, в этой сфере, в программировании. Дальше выбирайте инструмент. Инструмент, который на сегодняшний день самый востребованный, Что значит востребованный? Ну, тупо, если больше вакансий по нему, да, то элементарно у вас просто больше вероятность того, что вы получите работу или получите какой-то заказ или проект. И, соответственно, по иронии судьбы, самые популярные сейчас языки, это они самые и простые для новичков, да. И не надо тратить на это годы жизни, предположим, если вы учитесь в университете где-нибудь в Кыргызском, то есть вам нужно 4 года, чтобы все это потратить, 4 года никто не будет ждать вас, да. Сейчас мир очень быстро летит, да. Через 4 года, возможно, JavaScript уже или какой-нибудь другой язык уже не будет не такой популярный. Как раз-таки у нас в чате есть вопрос о том, что сколько займет времени, если с нуля до прям первой стажировки заниматься, причем заниматься при этом самостоятельно по 5-6 часов по вашей оценке. Как вы думаете, сколько займет времени, чтобы изучить язык? Если заниматься по 5-6 часов, я думаю, что в районе месяца, то где-то месяц, может быть, 2 вы уже начнете... по крайней мере, вы уже сможете взять заказ и сделать сайт какой-нибудь за $200-300. Все остальное зависит от вас. Я первый свой заказ, который я начал, зарабатывать, меня заняло, наверное, год, наверное. Но я занимался сам, и я занимался с перерывами, то есть, понятное дело, что у меня была работа, допустим, некоторые ребята с наших курсов, они еще учатся, да, 3-я неделя, а уже кто-то спросил, да, сделаешь сайт, и он сделал, да, и получил деньги. Круто. Очень интересный вопрос от Челпон поступил в чат. Так, читаю. Я начала с мобильной разработки, еще нет и месяца, и мне кажется, что выбрала неправильное начало. То есть надо было, может быть, JavaScript начать. Посоветуйте, пожалуйста, продолжать ли обучаться или же начать со скрипта? На самом деле мобильная разработка это тоже очень сейчас популярный, то есть очень на подъеме эта сфера. То есть языки, на которых пишется мобильная разработка, они тоже поднимаются. По итогам 2019 года они выходят Swift, язык, на котором iOS пишется, он в районе 5-го места сейчас по миру. Он тоже поднимается, и я абсолютно уверен, что это тоже будущее за мобильными устройствами. Единственное, то, что Челпон сказала, что точка входа, конечно же, ниже, выше наоборот. То есть труднее зайти в программирование с мобильной разработки. Почему? Потому что ты должен знать язык, это раз. Второе, ты должен познать эти программы, да, с помощью которых делаются мобильные приложения. И к тому же я хочу сказать, что Swift, я тоже знаю, писал на этом когда-то давно языке. Swift – это очень сложный язык. Та же Java или Kotlin, да, на которых пишется Android, это тоже сложные языки. То есть нужно... эта кривая изучения намного выше, да, то есть нужно больше учиться. Я бы сказал, что там нужно где-то полгода, да. Но если вы, Челпон, уже давно изучаете, то бросать, конечно, это не очень хорошо, наверное. То есть лучше дойти до конца и превозмочь, начать уже с мобильной разработки, и там по-любому, мне кажется, что вы получите работу, потому что сейчас мобильные разработчики тоже востребованы. Спасибо. Тут есть еще пару вопросов от Агейм, один из которых насчет английского языка. Какой уровень должен быть при изучении?
вообще программирования? И второй вопрос от нее же по поводу книги, прям вот для чайников, для изучения JavaScript. Это, наверное, самый главный язык программирования. Программисты шутят, что главный язык программирования – это же английский. Чем лучше знаете английский, тем вы просто больше будете зарабатывать. Да? Но можно начинать без английского. То есть английский язык не обязателен для начала изучения программирования, и на старте своей карьеры там не обязательно знать английский язык. Но по-любому цель любого программиста – работать на зарубежную компанию, предположим. Либо удаленно, либо уехать там. Это что? Северная Америка, Европа, Южная Азия. Все, весь мир работает на вот эти большие рынки, да. И очень много, допустим, у меня коллег было, которые говорили мне, что да, у вас типа в России, там вот в этих регионах, там крутые у вас программисты, но вы же английский язык плохо знаете, поэтому мы возьмем лучше других. Почему? Потому что трудно общаться, да, элементарно. То есть тут дело даже не в знаниях, да, и не в том, как вы работаете. Просто, элементарно на бытовом уровне. Если вы работаете удаленно, то как минимум вы должны уметь изъясняться так, чтобы тебя понял твой там, коллега, да, который только на английском разговаривает. JavaScript для детей, по-моему, есть такая книга, вот, начните с нее. Он самый такой простой, понятный для обывателя. Хорошо. Наверное, тоже такой один из вечных вопросов, как английский язык, то же самое, насколько важна тут математика. Но вот именно на старте, вот на самых первых шагах, в принципе, для того, чтобы вы начали зарабатывать, это не обязательно. Спасибо. Тоже такой интересный вопрос о том, что, как вы думаете, не заменит ли искусственный интеллект фронтенд часть в будущем? Все-таки автоматизируется. Фронтенд часть, возможно, заменит. Я не думаю, что это прям вот там на следующий день, да, на следующий год. То есть я знаю компании, которые уже разрабатывают в этом направлении, там, они уже там лет 5 занимаются этим, и пока еще, там даже рядом ничего нету. То есть, я, честно говоря, в ближайшем будущем не вижу, но в районе 10 лет очень возможно, вполне возможно. Угу. Кстати, на такое любопытство, да, вот все-таки JS давным-давно уже существует, пару десятков лет, но почему-то только в последнее время он стал такой очень популярный инструмент. Как вы думаете, с чем это связано? Да, это действительно так, это связано с развитием вот этих компаний всех. То есть вы, наверное, заметили, что 10 лет назад какие компании были самыми богатыми? Это были там нефтяные компании, банки там и прочее. Сейчас самые богатые, самые вообще огромные компании, это что? Это технологические компании. А с чем это связано? Это связано с развитием интернета, с развитием информационных технологий. А что это в первую очередь? Это экран компьютера, да, или телефона. То есть там 10-15 лет назад не было экранов. Сейчас вся наша жизнь, вся наша работа, она тупо мы пялимся в экраны, да. А что это? Это опять-таки JavaScript, да. И эти мобильные языки там. То есть это же все делается с помощью этих языков программирования. Я думаю, что из-за этого. Спасибо. Такой вопрос также из чата. Сколько часов в день вы кодите обычно и как вы себя мотивируете? Все-таки, наверное, это очень трудно заниматься самообучением. Просто у меня не было выбора. Какой выбор был? Работы нет, денег нет. Если ты не будешь кодить, ты не будешь зарабатывать. Все. Если ты не будешь работать, ты просто умрешь с голоду. Вот и все. Тебе никто не поможет. Самая лучшая мотивация. Какие курсы в Бишкеке вы посоветуете? Да, я думаю, они все примерно одинаковые, наверное, равны, да. Вы знаете, какие курсы я посоветую. Как вы думаете, может лучше, если речь идет о том, что начать с нуля, то начинать лучше с верстки, а потом параллельно учить JS, и таким образом, может быть, будет легче? Да, согласен. То есть лучше начинать с верстки, я согласен.
Ага, спасибо. И снова такой вечный вопрос. Какой язык более востребован, Python или JS? Да, это на самом деле хороший вопрос, потому что мы тоже, допустим, год назад, когда мы начинали, мы как раз-таки взяли два языка, JS и Python, как два самых востребованных, популярных. На сегодняшний день, да, они популярны. Но я скажу так, что Python становится более языком специфичным в плане, это научный язык, во-первых, то есть вся научная общественность, эти физики, химики, там, математики, они выбирают Python очень часто, зачастую. И язык Data Science, то есть вот этот искусственный интеллект, практически 100% все на Python делается, да. То есть он уходит в эту сферу. JavaScript, он как был там языком фронтенда, плюс еще он и бэкенд на нем сейчас очень много пишется, очень много пишется бэкенда именно на языке JavaScript. В какой-то мере JavaScript вытеснил Python, вытесняет, по крайней мере, с бэкенда, да. Конечно, он его не вытеснит, там еще и за лет 10, но тем не менее, все-таки он чуть более популярным становится. То есть ответ на этот вопрос не знаю. Я не знаю, какой из них более популярный. Но я скажу вам, что, в принципе, они оба достаточно легкие, очень легкие, да. Угу. Да, следующий вопрос о том, что как справляться с алгоритмами. У многих начинающих проблемы с пониманием их. Для начала я скажу, что алгоритмы для начинающего разработчика, который делает фриланс какой-то, какие-то сайты, что-то такое, в принципе, ему не нужны алгоритмы. Даже если он устраивается в компанию, скажем, такого второго порядка, да, такие не совсем крутые компании, в принципе, им тоже эти алгоритмы не нужны, да. Если же он устраивается в большую компанию, международную, и даже если он устраивается, скажем, в такие компании огромные, типа там Google, Microsoft, то там наоборот, вот эти знания алгоритмов выходят на первый уровень. Как справляться с алгоритмами? Нужно просто решать больше задач, теорию, конечно, почитать, то есть книга есть по алгоритмам, на русском языке даже есть книги, и просто больше задач, практика. 200 задач решите, и вы уже будете нормально. То есть на самом деле, скажу вам честно, что в принципе этих алгоритмов не так много, и если вы просто выучите сам принцип, как он работает, этот алгоритм, дальше, когда вам приходит задачка какая-нибудь, проблемка, ваша цель просто выяснить, определить, с каким алгоритмом решать эту задачку, да, и применить его. То есть это не так, скажем так, не нужны прям такие какие-то очень большие мозги, просто достаточно самые популярные алгоритмы хорошенько разобрать и выкатить. Тут был вопрос, где находить на языке JS. На самом деле эти алгоритмы, они не зависят от языка, их можно решать на любом языке. Есть такой сервис, есть такой сайт, называется LeetCode. Там очень много алгоритмов, то есть ты можешь решать их на любом языке, в том числе и JavaScript.